Виталий Петрович Отставнов, председатель Воложского районного общества охотников и рыболовов. Работает уже 30 лет. Про флору и фауну родного района может рассказывать часами. Это открытое место среди леса специально засеяли овсом, чтобы животные могли полакомиться. Виталий Петрович легко определяет, кто посещал кормовое поле. Медведь наведывался и кабаны были. Было время, когда свободно мы разводили кабана, была очень высокая численность. Но сейчас эта африканская чума действует, и приходится как-то придерживать, скажем так, минимизировать миграцию. Прикармливаем в определенных местах, в буферной зоне от населенных пунктов, чтобы они не убегали, не уходили. Корма выкладываем необходимое количество. И охотников больно туда сильно не пускаем, только на изъятие. Другое лакомство для животных – это соль. Соль вперемешку с глиной кладут в специальные кормушки-солонцы. У охотоведа хлопот хватает. Он отвечает за работу хозяйства в целом, не только контролирует охоту, проводит охранные и биотехнические мероприятия для сохранения животных, но и ведет учет диких животных. Лось он постоянно, было меньше в свое время. Сейчас вот лосем активнее занялись, активнее начали заниматься волком, волков убрали. Единицы волков осталось у нас в районе, и вот эта единица, там несколько, 2-3 головы, они вот разводятся, размножаются, но это на уровне достаточно. Охотники вреда зайцу не приносят практически нисколько, больше вреда у нас приносит это наша химия, обработка и так далее. Тоже вот сейчас разговор был уже, то что леса активно вырубаются, много стало клеща, клещ зайца уничтожает, зайцы умирают, на них клещ как гирлянда висит. Это я видел своими руками, своими глазами смотрел. Пернатой дичи в хозяйстве тоже хватает. Численность тетеревов, глухарей и других промысловых птиц соответствует нормативам. Глухарь у нас есть, но мы на глухаря охоту так активно весеннюю не открываем, потому что таковища у нас небольшие, угодья маленькие. Чтобы глухаря одного отстрелять, надо на одном токе, чтобы не менее 5 петухов таковало. А у нас таких токов нету. 2, 3, 4 петуха есть, но так вот на любительскую охоту осенью открываем, на такую весной не открываем. В последние годы очень популярно собаководство, так как многие виды охоты основаны на применении собаки и просто немыслимы без наших четвероногих друзей. Гончие двух пород, русские перегончие и русские гончие. Охотники есть, которые увлекаются этим делом, занимаются, заводчики. Собаки у нас рабочие, хорошие. Мы ездим на выставки, на испытания, состязания. У нас есть призы, кубки. Вот. Есть лайки, которые выведены специально для охоты на пернатую и на зверей. Питомник западно-сибирских лаек у нас вот есть у соседей. Оттуда берем щенков, вяжем и так далее. Тоже у нас есть собаки с дипломами, есть элитные даже собаки. Вот. 3 видов у нас лайки. Это карело-финская лайка, русско-европейская лайка и западно-сибирская. Восточники тоже, но единично. В основном вот это западно-сибирские и вот русско-европейская лайка, она имеет кровь удмуртских лаек, водских. Водские лайки были они небольшого роста в свое время, сейчас их нету, не стало, кончились небольшого роста, и вот они рыжие были. Вот карело-финская лайка взяла вот эту кровь нашу, и русско-европейская, они черные с белым и белые с черным. Помеси есть скандинавских лаек, норвежские лайки, лошадницы и так далее, там несколько видов скрестили и вывели вот именно рабочих собак, которые человека не боятся. То есть в лесу, если человека увидит, зверя бросит, убежит, так не должно быть. Но они приветливые, не злобны к людям. Вот, гончие тоже не боятся людей, работу свою делают. Охотничьи угодья находятся вокруг районного центра. Грибников и просто желающих насладиться красотами природы много. Фактор беспокойства высокий, говорит Виталий Петрович. Они все-таки людей это не больно боятся. Они соображают, знают, охотятся на них или просто ходят. Грибники ходят, они на них ноль внимания не обращают ничего. Медведи близко приходят,
Вот река Увод, вот рядом по Увидке медведи проходили, даже близко к Воложу рыбаки на Ерево попрыгали, прятались от этого медведя. Ну вот то, что фактор беспокойства высокий все равно. Вот, ходят люди за грибами, эти дерева взлетают, глухари взлетают. Вот белки нет-нет, да и пробегают, видно. Ну, ежей много тоже, ужи, змеи есть. Тут тоже, ну, это говорит о том, что у нас, с одной стороны, все-таки леса чистые. Это индикатор чистоты леса. Змеи, ежи. Это чисто значит. Виталий Петрович охотой занимается с детства. Любовь к природе, к охоте привил его дед. Раньше были пятикорпусные прицепные плуги на тракторы. И у них сзади было чугунное колесо большое. Вот, он 2 колеса этих взял, вот, одно шиновал, второе сверху. И вот, ну, тоже народный промысел, раньше муку-то мололи, вручную крутили, да? А это вот более тяжелые штучки, и вот он дробь катал. Нарезал, вот, бумагой закрутит, одну сторону заглушит, туда свинец зальет, бумагу берет, потом сделал, у него были ножницы такие специальные, под калибр сделать, под размер дроби, регулируется, нарежет, накрутит. Вот, патроны были, желудь, потом только появились капсулы были, вот он покупал дымный порох, вот, весов не было, тоже меркой насыпал, войлоком забивал, трамбовал это все. Пирог тоже по весу подбирал, весы у него такие маленькие были тоже. Все это сделал. И вот ходил на охоту. Ну вот это как я начал охотиться, вот вы говорите традиции. Наверное, это традиции и есть, я у деда все это взял. Отец у меня был инвалид войны, Отечественной войны. У него правая рука после ранения пальцы не выпрямлялись. Вот и я у деда в 6 классе я учился. К деду пришел: дед, дай ружье, на охоту сходить. Ну, люди военной закалки, они же были такие, ну, экономные, рачительные люди были. Вот он говорит: на, я тебе 1 патрон дам, если ты его даром пустишь, ружье больше не проси. И вот я пошел на охоту. Лыжи у него взял, самодельные, дубовые лыжи, и пошел. И вот тороплю русака. Ну, русак-то вот костей этих повадок. Русак делает скидки. Прежде чем залечь, делает скидки. Он пробежит прямо, несколько метров, десятков даже, вернется, скидку делает в сторону, еще немножко круг делает, 3 скидки делает и садится уже почти сзади. Охотник идет, скидка, все, заяц тебя уже, значит, видит. Где-то меня научил, я иду, ага, скидка, и смотрю, он же меня уже видит. Резкое движение какое-то, он сейчас выскочит. Кручу головой, ага, следующая скидка, ага. Выбежал заяц и побежал. Я выстрелил, и заяц убегает. У меня чуть слезы на глаза не вышли. Все, дед мне ружье больше не даст. Заяц маленько пробежал, упал. Слава богу. Пришел к деду, вот, дед, ну все, говорит, тебе можно ружье давать. Вот так вот было. Старые охотники знали повадки зверей и птиц. Свои знания и личный опыт передавали из поколения в поколение во всех деревнях, в том числе и ныне исчезнувших. 1 Май, Логиновский, Бабушкино, а также в Гуляевском лесничестве. Настоящий охотник никогда не добывал лишнего. Он брал от природы ровно столько, сколько ему по минимуму необходимо. Он был защитником природы, говорит Виталий Петрович. А сейчас деньги есть, купил ружье, все, купил снегоход, тепловизор, прибор ночного видения. Зверю нету шансов убежать. Вот такие сейчас охотники стали. Корысти много стало у людей. Из-за денег все это делается. А раньше было хобби, это был отдых. Совсем, если раньше взять, да, было это к столу что-то. Ну, допустим, вот, довоенные, дореволюционные времена. Все-таки это к столу что-то было, добавка. Ну а сейчас-то ведь люди не голодные. А все им надо что-то, надо. И все, я не знаю, с какой целью это все. Или престиж показать свой какой-то, ну, выше других, что ли, что у него такая техника есть, что он приобрел это все за большие деньги, похвалиться, себя показать. Не голодные видите люди. Пошел в магазин, купил. Вот приходит, вот сколько стоит путевка, а что так дорого? А мне надо сейчас вот застрелять за 2 часа и к обеду дома быть.
Ну, я не воспринимаю нормально таких людей. Если ты приехал на охоту, вышел в лес, так ты постой на номере, послушай природу, послушай тех же птичек, посмотри следы, того же дятла, как он стучит. Когда у него это свадьбы у дятлов, такой стук стоит, дробь такая. Красота ведь, тишина, морозец. А им нет, на снегоходах надо гонять, догнать. В Волжском обществе охотников и рыболовов собрано огромное количество уникальных чучел животных, птиц. За экспонатами тщательно ухаживают, поэтому они в отличном состоянии и могут храниться долго. Виталий Петрович про каждого зверя или птицу, про их повадки может рассказывать много интересного. Ну, это очень вредный, хитрый зверь. Я его считаю вредителем, хотя ученые говорят, что он санитар. Я не думаю, что санитар так себя вести не будет. Он не будет подбирать падаль, когда есть возможность поймать любого другого зверя. Он питается только мясом, скажем так. И зайцев ловит, и кабанов, и лосей. Вот я наблюдал в своей практике при охоте на волков. Мы объезжали их, искали. Стая волков из 6 голов навалила 15 лосей. Они задавят, свежие поедят, побежали дальше искать. Опять дошли, завалили. И потом уже в трудное время они уже вот тогда только мороженое все подбирают. Ну, в логове бывает от 4 до 7 волчат. Логово они постоянно держат. Вокруг логова они не охотятся, чтобы их не выдали следы. Подальше отходят. За сутки они могут пройти за ночь до 40 и более километров. За один раз волк может съесть 10-12 килограмм мяса. 2 волка, видел я на практике, это было, протропил, посмотрел. 2 волка свободно берут одного лося крупного, могут завалить. При глубоком снеге, при насте они не проваливаются, лось проваливается и быстро устает. И еще могут догнать, они его долго-долго гоняют, лось долго бежать не может, у него нету потовых желез, лось не потеет, вот, он, и рот открывает, бежит и перегрев тела, и он устает быстро. Это 12 километров, 10-12 километров пробежал, все, лось встал. Они перекусывают скакательный сустав и отпускают, лось ложится. Вся болезнь уже по всему организму, встать не может, они нападают. Ну, это большой черный дятел, это вот красноголовый дятел, это вот бурундучок маленький у нас. А вот это хорь лесной, вот он. Ну, он по деревьям меньше лазит, но тоже он такой шустрый, очень хитрый, очень-очень хищный зверек. Если он заберется в дом куда-то, в хозяйство, то всю жизнь, пока не кончит, не уйдет. Всех поубивает, тогда только уходит. У него в крови заложена охота. Ну, далее это у нас лось, самый крупный, копытный, обитающий в нашем регионе. Это вот лось, ну, самочка, скажем, ей 1,5 года. По внешнему виду, по размерам можно определить по это. И еще определяется по зубам. 3-й зуб муляров, муляра называется, по изношенности зубов. Ну вот вы, наверное, видели это, цыгане лошадь, когда покупают, смотрят зубы, да, вот это тоже по износу определяется там количество кругов, как на дереве. Также получается, можно засчитать, сколько ему лет. Лоси у нас обитают тоже, ну, в хвойных лесах их поменьше, потому что там для них корма нету. Для них очень хорошая кормовая база в наших условиях, то есть вырубки пойманные, леса, луга, где ива, осина, ветла, вот это, для них корма хватает. И посадки тоже, конечно, они сосновые уничтожают, к сожалению. Численность у нас на уровне, высокая очень плотность лося. Мы их подкармливаем, соль вывозим, с глиной перемешку кладем. Соль они с глиной хорошо берут. Глина, потому что является этим гельминтизатором, то есть паразитов из кишечника выводит. Буквально вот на днях вывозили. У нас норма выкладки 900 килограмм, 20 килограмм на один солонец мы выкладываем ежегодно. Вот это лося, самца можно определить по количеству отростков
рогах. Вот, допустим, здесь вот 7, здесь тоже 7. Где-то 7 лет ему. 7-летний взрослый лось. Охота всегда была важным промыслом, который кормил и давал зарабатывать. Охотники были сильными и уважаемыми людьми и остаются такими по сей день. Охота контролирует численность животных, помогая естественному отбору, сохраняет баланс в животном мире. Настоящий охотник любит природу всей душой, растворяется в ней, не берет лишнего. Сохранить и приумножить – наша задача.